Отсутствие денег, страх остаться без работы, нежелание лишать детей каких-то благ из-за рождения еще одного ребенка – главные причины, которые толкают на прерывание беременности. Есть, конечно, те, для кого аборт – способ контрацепции, но в большинстве случаев перед трудным выбором встают женщины, у которых уже есть дети. Какие-то появляются страхи, которые не дают женщине принять решение в пользу рождения ребенка. Эти страхи нужно прояснить, вытащить на поверхность, с ними поработать. И в ряде случаев, в некоторых случаях удается переубедить женщину, что родить это лучше, чем убить ребенка. Убедить получается примерно 2 из 10. Поначалу, признается Ирина Кияшко, такой результат она считала неэффективным. Часовое убеждение, масса потраченной энергии, а пациентка вроде остается при своем мнении. Впрочем, после психолог поняла, да, не всегда, но все же ей удается сохранять жизни малышей. Часто к беседам с беременными подключаются и священники. Ведется большая просветительская работа. Ежедневно мы дежурим женской консультацией, беседуем с женщинами, которые стоят перед этим выбором. И примерно 1/5 часть из них отказывается от этого губительного решения. Мы проводим лекции для подростков, да и для взрослых тоже. Свою лепту в сохранении жизни еще не родившихся малышей вносят и общественники. Они говорят, порой женщин толкает на отчаянный шаг уверенность в том, что они один на один с проблемой. Задача активистов показать, будущим мамам есть на кого рассчитывать, хотя бы с помощью небольших подарков. Женщина приняла решение лишить жизни будущего человечка. И в этот момент ей в руки подают одну из детских вещей. И это, когда она берет в руки хоть пеленочка, хоть что-то, и мы думаем, что, может быть, в этот момент как раз у нее просыпаются какие-то внутренние силы и внутренние надежды, в которых она поверит и скажет: я справлюсь с проблемой, и я не пойду на этот поступок. Впрочем, есть у проекта еще одна функция – просветительская. Многочисленные круглые столы показали. Многие женщины просто не знают, какими могут быть последствия абортов. Как раз информировать людей, работать с ними, объяснять о том, что этот поступок дальше ведет к тому, что в семье будет горе и несчастье, деток не будет. Это очень страшно. К слову, по данным Минздрава, число абортов в республике снизилось. Женщины все чаще принимают решение сохранить беременность. Так что господдержка и внимание общественности делают свое дело. Светлана Некрасова, Василий Янин, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.